Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Судьбоносные события, которые уже входят в вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя, на свою судьбу, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько. Смотрите, здесь у вас костерчик разгорается. Какое-то дело затевается. Либо это дело, либо это ваша идея. Может быть, это ваше желание, либо ваша мечта. Вы в этот костерчик достаточно уверенно подбрасываете дровишки. Костерчик становится все больше и больше, все ярче и ярче. И здесь, как говорится, без 5 минут ваш результат, либо ваше исполнение. Вы все делаете правильно. Пожалуйста, не останавливайтесь, продолжайте. И лучше даже удвойте свои усилия. Тогда событие произойдет гораздо раньше. Костер — это что-то приятное. Это теплое, это жарко и то, что освещает. Это очень хороший знак, и вы молодец. Вы молодец. Побольше веры в себя, побольше усидчивости, настойчивости. И поверьте, все будет. Все то, что вы хотели, либо все то, на что вы надеялись, точно будет. Так, с левой стороны вышел образ человека, который делает вид, что он от вас отвернулся. Но у этого человека глаза на затылке. То есть он постоянно за вами следит. Либо он в курсе вашей жизни, в ходе всех событий вашей жизни. Это всего лишь вид. Вы очень интересны этому человеку. Возможно, человек очень обидчивый, либо человек набивает себе цену. Но здесь явно мысли о вас, и здесь не выпускать вас из поля своего зрения. Девчонки, если так случилось, что с мужчиной вы там поссорились, не общаетесь, либо он в принципе куда-то пропал, никуда он не пропал, он где-то рядышком за вами наблюдает, очень-очень соскучился, но какая-то то ли гордость, то ли предубеждение не позволяют ему броситься в ваши объятия. Но он рядом, совсем рядом. Тут буквально совсем чуть-чуть, пару часов, либо пару дней, и он не выдержит. Первый придет, первый обнаружится, и первый начнет предлагать вам мир, любовь, счастье вместе. Так, еще с левой стороны в вашу жизнь крадется какое-то предложение. Предложение, такое, знаете, интересное. Таких предложений вам еще не делали. Либо этот человек не делал, либо из этого места вам не поступали предложения. Либо, в принципе, вы с таким не сталкивались. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему, но от этого предложения у вас просто в прямом смысле слова, как звездочки перед глазами залетают, голова закружится. Сложно будет в это поверить, но да, вам будут это предлагать. Именно вам, именно вас выбирают. Именно ваша кандидатура подходит, либо всех устраивает. Очень хорошее предложение, вы там долго не думайте. Беритесь, хватайтесь руками, ногами, зубами, чем получится. Главное не упустить это предложение. Очень такое, для вас положительное и с таким огромным плюсовым значением. Так, еще с левой стороны какой-то пожилой человек, который вас то ли палкой бил, либо такие действия осуществлял в вашу сторону, как удары палкой. Не могу сказать, мужчина либо женщина. Единственное, что здесь возраст показан, гораздо старше, чем вы. Человек вас бил этой палкой, но палка ломается, больше нечем бить. Человек как может быть, силу теряет, да, не может больше на вас воздействовать.
не может создавать для вас опасность либо угрозу. Очень неожиданно это произойдет. И очень вам будет приятно от того, что эти все нападки на вас прекратятся. Вы ведь уважаете возраст, правильно? Вы никак не могли ответить, даже огрызнуться не могли. А тут, видите, палка сломалась. Все, закончилась власть этого человека, либо возможность вам навредить. Дальше, смотрите, здесь мужчинка на такой, ну давайте скажем, мягко, худенькой лошадке, либо подобие худенькой лошадки. Мужчина, который либо долго не работал, либо долго не мог себя найти, либо работа какая-то была очень сложная, малооплачиваемая и такая, знаете, может быть, даже опасная, сопряжена с какими-то опасностями. Он с этой работы уходит, допустим, да, уходит. Ну вот где-то он работал, да, где-то находился, далеко от вас находился. Да, он уходит с этой работы. У других отыграется, что он в принципе не мог найти работу. То, что он имел какие-то, ну как временные заработки, да, подработки, заработки, да, то пусто, то даже густо не буду говорить, да, просто из пусто в более пусто переходило. Смотрите, эта худая лошадка говорит о том, что мужчина найдет какое-то место, и это место, где он вырастет. То есть это не будет так, что вот он устроился и все, миллионы, миллиарды получает, в шоколаде катается. Нет, это будет какой-то постепенный рост, но очень эффективный, потому что лошадочка, она идет в центр рисунка. Может быть, по вашему совету, может быть, вы с кем-то договоритесь, либо вы для него что-то найдете. Но знак того, что он будет расти, знак того, что с каждым днем он будет получать больше, и будет увереннее чувствовать себя, и в карьере будет расти, и в принципе ему будет это нравиться. Это может быть как ваш мужчина, так и, например, сын, либо брат, ну, мужчина, за кого вы переживаете. То есть сейчас переживаете, а в ближайшем будущем будете гордиться этим человеком, что он молодец, что он нашел хорошую работу, что он при деле, что работа ему нравится, что он денежку начал зарабатывать, приносить. Плюс еще как профессионал он утверждается, ну, либо нарабатывает этот необходимый дополнительный опыт. Но на лошади, понимаете, не под лошадью, не рядом с лошадью, он сидит уже на лошади. То есть все хорошо будет, не переживайте. И ему скажите: мал золотник да дорог. Пусть он там не мелочится, пусть за звездами не гоняется, а когда получит хорошее предложение, пусть соглашается. Он обязательно на этом месте вырастет. Так, дальше. У вас огромная голова. В голове очень много каких-то крутых мыслей, каких-то свежих идей и нестандартных решений. Голова прям пухнет от этих мыслей, от этих идей и решений. Не надо в себе это все хранить. Смотрите, у вас тут такие знаки вышли, что вы можете это выгодно продать, либо вы можете очень эффективно это реализовать. Не молчите. В наше время, время интернета, все можно продать в интернете, да, не выходя из дома. Главное, чтобы вы сами себя не стеснялись, и главное, чтобы вы верили в себя, действовали, верили и хотя бы попытайтесь либо реализовать, либо продать. И, возможно, кто-то меня смотрит с какой-то идеей, то есть вы сейчас над чем-то работаете, да, есть идея, и вы сомневаетесь. Здесь вам просят передать, что именно эта идея, она очень классно реализуется, может быть, не совсем так, как вы там себе представили, либо ждете, но гораздо лучше. Поэтому смелее начинайте действовать, начинайте это дело, да, либо берите за эту идею. Поверьте, вас ждет успех, 100% успех. Так, есть какой-то человек, вверх ногами висит, встать не может. Человек как зависим от вас. Да? Кто-то попадет в зависимость от вас, в прямом смысле этого слова. Зависимый, либо зависимая. Это очень неожиданно будет для вас, сразу говорю. Может быть, вы даже и растеряетесь, и что мне делать, если человек зависим. Смотрите, у кого отыграется такая ситуация на работе, когда вы поймете, что ваш работодатель от вас зависит, стесняться не надо. Нужно топить за себя и максимально себе улучшить условия работы, условия оплаты. Поверьте, зависимый человек пойдет на все,
ради того, чтобы вы рядышком остались, да? Чтобы вас не разгневать, чтобы вас не обидеть. То же самое. Может быть, даже это как кто-то из родственников, да, из ваших родственников. Думайте о себе, думайте о своих перспективах. Поверьте, это очень удобная ситуация, очень полезная для вас ситуация. Постарайтесь извлечь максимум пользы для себя. Так, еще. Здесь два человечка прям обнимаются, целуются, общаются в каком-то интересном месте. Свидание. У кого-то идет романтическое свидание. Здесь женщина, такая кокеточка, а мужчина влюблен просто до безумия. Он кроме нее никого не видит. Он ради нее готов и в огонь, и в воду, и на небо за звездочкой, и куда пошлет, туда пойдет. Вот лишь бы она сказала, да. Очень классная ситуация, девчонки. Обратите внимание, либо отнеситесь серьезно к этому мужчине. Вот правда, очень-очень влюблен. И я вам даже больше скажу. У кого-то из вас отыграется, что в жизни так сильно вас еще никто не любил. Пусть вас это не пугает, этот мужчина вас не обидит. Вы просто его обожаемая девочка. Как он может вас обидеть? Это действительно любовь. Это действительно любовь, которая не знает ни границ, ни пределов. И эта любовь, она даже отчасти какая-то жертвенная идет. То есть мужчина готов на все. Если вы пошлете, он уйдет. И знаете, что будет любить вас просто вечность. Вечность. Если вы ему позволите быть рядом, да, он все для вас сделает. Все. Себя, не знаю, по кусочку раздаст, но для вас сделает. Такой человечек вам попался. Истинно влюбленный. Вдруг по какой-то причине вы его не захотите, все бывает, да, сердцу не прикажешь. Сильно его там от себя не отстраняйте. Такой друг, поверьте, он каждому нужен. Он согласится, например, с ролью друга, при этом будет вас любить, и вот всегда 24/7 будет у ваших ног к вашим услугам. Для него это будет счастье, для вас что-то хорошее сделать. Так, еще дорога, которая несет очень серьезные перемены в вашу жизнь. Дорога с правой стороны. И хочу сразу предупредить, дорога будет сложной. Здесь либо очень много времени вы потратите, либо даже сопряжена будет дорога с какими-то нервными состояниями, да, когда придется понервничать. Очень похоже на какие-то переходы, может быть, пограничные переходы, может быть, поездка в другую страну, либо еще что. Да, здесь просто документы какие-то очень нужны, важны. В принципе, у вас документы, я так понимаю, есть, раз вы отправляетесь в этот путь. Но вот готовьтесь к тому, что будет очень-очень напряжно. Но эта дорога нужна, важна, и она ведет вас в светлое будущее. То, где вы есть сейчас, либо то место, откуда вы будете выезжать, оно для вас неблагоприятно. Это я мягко говорю, неблагоприятно. Поэтому поезжайте, перетерпите, но дорогу эту осуществите. Поверьте, это к лучшему. Так, еще. Я вижу, кто-то из вас психанет и займется своим здоровьем. Кто-то начнет худеть, кто-то начнет лечиться, кто-то, в принципе, образ жизни поменяет. Очень хорошее начинание, которое приведет вас к очень классным результатам. Просто шикарным результатам. Вы в какой-то короткий срок очень сильно преобразитесь. Ну вот во всех смыслах этого слова. Другой станете, шикарной станете, красивой, здоровой, активной. Прям, знаете, как из костюма старого вы вылазите, да, и в таких шикарных одеяниях стоите. И лучше себя почувствуете, какая-то уверенность по жизни появится. Кстати, круг людей, знакомств у вас расширяется благодаря этому. Ну, понятно, будете спортом заниматься, либо в бассейн пойдете, да, новые знакомые появятся. Хороший момент. Так, здесь у меня женщина под крышей находится. Ну, смотрите, у одних в прямом смысле слова отыграется крыша как дом, новое жилье. А у других отыграется как защита, место, где вы получаете защиту, либо чувствуете себя под защитой. Ну, вы все разные, у каждого по-своему идет. Главное, чтобы вы ничего не боялись и ничего не стеснялись.
Есть проблема, надо о ней говорить. Есть возможность где-то поселиться, заселиться. Идите, поселяйтесь, заселяйтесь. Здесь крыша, она хоть и небольшая, но она очень-очень добротная идет. В принципе, хороший знак, добрый знак. Так, еще кому-то по судьбе обрести животное. Не знаю кто, но это что-то маленькое, пушистое. Комочек. Комочек счастья, комочек любви. Это животное как будто бы само к вам приходит, либо само вас выбирает. Да, может быть, какое-то будет стечение обстоятельств, где вы опомниться не успеете, и вот он, комочек счастья, у вас в руках. Не сопротивляйтесь этому. Это животное, оно вам свыше дано. Как страж, как охранник от всяких влияний, воздействий, оно вас всегда будет предупреждать. Очень чувствительное животное идет. Знаете, среди животных тоже экстрасенсы бывают. Вот к вам такое идет. Страж, охранник к вам идет. И друг, преданный друг, член семьи. Так, еще. С левой стороны очень яркая звездочка летит к вам прямо в руки. Ну, я вам скажу, это какое-то прям исполнение вашей мечты, вашего желания. С левой стороны. Может быть, когда-то давно хотели и забыли про это. Либо потеряли веру, что это возможно, что это исполнится. Летит со скоростью кометы. Для вас это будет так приятно, так неожиданно. Вы скажете: о, чудеса, чудеса, да и только. Ну, это выстраданная звездочка. В свое время вы очень сильно переживали, либо действительно очень усиленно над этим работали. В свое время не получилось, зато сейчас прилетит. Хороший на самом деле знак. Пусть она и небольшая, но она очень приятная. Так, венце с уклоном вправо, в вашу сторону. Какой-то прекрасный цветочек у вас прорисовался. Ну, по цветочку ждите романтику, ждите подарочков, ждите признаний. И также по цветочкам часто проигрывается встреча с детьми, либо зачатие детей. Поэтому имейте это в виду. Очень шикарный цветочек, он не маленький, он большой, и он с уклоном вправо. Ну, грубо говоря, то, чего вы хотели, то, о чем вы мечтали, вот оно происходит. Просто замечательно. Влюбитесь, мои хорошие, влюбитесь, и в вас влюбятся. Здесь романтикой пахнет, здесь счастьем пахнет, энергетика очень классная идет. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.